Я хочу конфету. Какую? Да. Какую конфету? Надо дать конфету одну. У нас вся эта эпопея, у нас на самом деле началась с рождения, наверное. Пришла за отделением и сказала, что надо идти к генетикам, потому что у Макара нашли редкое генетическое заболевание, фенилкетонурия. Ведет к нарушению обмена веществ. Белок неправильно усваивается, и вместо того, чтобы помогать организму расти и так далее, губит мозг, мозговые клетки. Оказалось, что она не подтвердилась. Первый год жизни Макар стоял у нас на учете у неврологов, то есть такой был под пристальным контролем врачей. Ну и нам сказали, что все, у вас здоровый ребенок. К 2,5 мы точно уже поняли, что что-то не то. То есть он перестал там отзываться. Появились там какие-то странные такие фишки, то есть он мог прыгать часами, махая ручками. В каждом районе есть такое заведение ЦКРАИР. Они решают, что с ребенком и какого рода помощь ему нужна. И сказали нам: вы знаете, у нас такие тяжелые дети идут в логопедические группы, они совсем не говорят, ваш Макар не подходит. Нас отправили в обыкновенный садик. 20 с чем-то детей. Практически сразу начались проблемы. Макар не ел еду, которая была в саду. Никто, конечно же, не будет соблюдать, что его нужно варить в отдельной кастрюле, в которой питание с глютеном не готовится. Педсостав пытался выяснить, что с ним. За нашей спиной проводили с ним эксперименты, хлопали за спиной у него, топали, бросали книжки и так далее, и смотрели на его реакции. Сейчас я уже понимаю, что надо сразу говорить, что как есть. Я хочу конфету. Нет, все. Потом. Мне нужно было сделать флюорографию для того, чтобы водить его в бассейн. Я пошла в рентген-кабинет, а потом вышел рентгенолог. Мне стоя при всей очереди сообщили, что есть подозрение, что у меня либо туберкулез, либо онкологическое заболевание. Попыталась у него выяснить, что не так. В принципе, в достаточно грубой форме я вам все сказала, идите к онкологу и к фтизиатру. 35-летие мы встречались с мужем в больнице. Уже на экспресс-анализе мне сказали, что у меня лимфома. У Макара был определенного рода откат. Первые дни он ходил, показывал: я хочу к маме, я хочу к маме. Когда я вернулась домой, он очень так настороженно ко мне относился. Видно было, что он меня узнает и так далее, но видно было, что он обижен. Старший ребенок вообще был сам по себе. И химиотерапию проходила в Минске. Меня муж с утра привозил, мне капали капельницы, и он меня привозил домой. Грустно, страшно. Ты, когда думаешь о раке, что ты думаешь? Это капец. Наверное, это был самый страшный страх в моей жизни. Мы все искали сами. Есть прекрасные стенды, где все написано, что нужно делать до химии, после химии. Там есть психологи, но я к ним не обращалась. О многих моментах я узнавала от знакомых, у которых был опыт общения с больными онкологией. Рак вылечен, но у тебя из-за лечения, то есть тебя же лечат в принципе ядом. У меня есть проблемы сейчас с сосудами, то есть требуется помощь стоматолога. Появились отеки, мне пришлось делать и УЗИ сердца, и УЗИ вены, то есть проходить полностью комплекс таких. Все это проходил за свой счет. Это ты лепишь, ты молодец. Случайно вышла тогда статья на онлайне, где была Таня Голубович, которая открыла мастерские для детей с аутизмом. Я написала. То есть и благодаря этому только я нашла специалистов, которые начали работать с Макаром. Весомая часть расходов снимается с получением инвалидности. Я теперь могу ездить бесплатно в транспорте вместе с Макаром, но только вместе с ним. Из-за своего расстройства он постоянно ходит на цыпках, и у него деформируется стопа. Я надеялась, что у нас будет, что мы сможем получать ортопедическую обувь, но оказалось, что нет, потому что инвалидность вовсе не по ортопедическому вопросу. Как мне сказала реабилитолог из поликлиники, ни одно ВКК не даст это заключение, что ему необходима ортопедическая обувь. Мы имеем право на поездку 1 раз в 2 года в санаторий с ним. Получать мы имеем право белорусские лекарства, какой-то список. У нас есть льгота на оплату коммунальных услуг. Мне дали дополнительный день выходной на работе. У Макара будет пенсия по инвалидности. Это, по-моему, что-то в районе $100. 1 раз в неделю дефектолог из ЦКРАИРа, которая работает с детьми с аутизмом. 2 раза в неделю Макар ходит к частному дефектологу, раз в неделю ходит к специалисту по сенсорной интеграции, 2 раза в неделю ходит к специалисту по прикладному анализу поведения.
учреждения. На данный момент это где-то $100 в неделю. Это не считая еще как бы препаратов, которые ему нужно принимать. Сильно выручают друзья, то есть все знают, да, как кто-нибудь обязательно привезет там буханку хлеба безглютенового, кто-то привезет печенье, кто-то привезет макарон. Детей с аутизмом продукты с глютеном всасываются в кровь в виде эндорфинов. Ребенок получает как наркотик или алкоголь. То есть наступает такая эйфория, затуманенная голова. На данный момент, скажем так, я бы хотела, конечно, его отправить на реабилитацию в Бельгию. Это 3 курса, это почти 6000 евро. Для того, чтобы ребенок научился слышать. То есть сенсомоторная алалия – это когда ребенок, у него неправильно обрабатываются сигналы. У Макара серьезные проблемы с пониманием речи, то есть именно из-за того, что из-за его логопедического сопутствующего диагноза. Когда мы узнали, что у меня онкология, мне муж сказал: у тебя все будет хорошо. Все ему поверили, у меня все хорошо. Не все же всегда там плохо. Бывают моменты, когда все очень даже и неплохо, когда ребенок вдруг сказал: я хочу. Или хоп, ребенок сказал: папе, ты колючий. То есть и ты думаешь: да, значит не зря, и ты идешь дальше. И вот так вот.